В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ситуация с распространением COVID-19 в Якутии может осложниться, когда количество заболевших пойдет на спад. Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере. В Сангаре раньше срока начался грибной сезон. Всему виной проливные дожди. Мост обрушился этой ночью в Вилючанском наследии Сунтарского улуса. Это единственный выезд из населенного пункта. Жители остались изолированными от остального мира. В администрации рассказали, что уже больше недели по ночам идут дожди. На место разрушения приедет комиссия из Сунтара. Также известно, что дорога новая была открыта для проезда около месяца назад. Вилючанский наслег находится в 160 километрах от районного центра и примерно в 40 километрах от ближайшего наслега. 77 заболевших COVID-19 выявили в Якутии за сутки. В столице региона по-прежнему больше всего новых случаев – 62, 7 в Хангаласском, 5 в Намском и 3 в Вилюйском районах. В тяжелом состоянии на сегодняшний день 21 пациент. 5 якутян находятся на аппарате ИВЛ. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 3199 случаев коронавируса. Мы прогнозируем, что в ближайшие дни еще ситуация у нас по ряду районов может усложниться, не критически, а в пределах допустимого. И уже к концу недели все-таки, если у нас город Якутск будет придерживаться тех мероприятий, которые здесь у нас ограничительные есть, работают, у нас будет положительная динамика и в целом по республике по снижению заболеваемости. Граждан, перенесших COVID-19, планируется направлять на санаторно-курортное лечение для реабилитации. Уже подготовлен проект временных клинических рекомендаций. После его утверждения будут организованы мероприятия по подготовке необходимых специалистов. Медики отмечают, что коронавирусное поражение легких сильно отличается от привычной бронхопневмонии, и традиционные подходы к реабилитации этой категории пациентов неприменимы. В Алдании возобновили работу ряд организаций сферы обслуживания. Так, первых клиентов приняли парикмахерские. Мастера уделяют особое внимание мерам безопасности. В одном из салонов побывала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Покраска, завивка и укладка. С очередной клиенткой, парикмахеру Ирине Михновец, работы предстоит много. Впрочем, усталости Ирина совсем не ощущает. За период карантина и изоляции по своему делу она соскучилась. 2 месяца вынужденного простоя, убеждена мастер, благотворно скажутся на профессиональном вдохновении. Мы устали, мы хотим работать, мы людям будем делать, наверное, и что-то новое. Конечно, все это хочется работать уже. И руки хотят работать. В рамках выхода из режима полной изоляции с 15 июня начал действовать ряд послаблений, и в Алдане возобновила работу часть организаций сферы обслуживания. Первым своим клиентам Ирина подготовила сюрприз. О начале работы возвещают нарядно украшенные окна и крыльцо, а в зале появилась фотозона. Ее Ирина мастерила вместе с дочерью. Хочется работать, уже за 2,5 месяца устали сидеть. То, что были заначки, все проели, все и на детей, и на всех. И остались, можно сказать, без ничего. Прямо сегодняшний день душу греет. С не меньшим нетерпением открытия парикмахерских ожидали клиенты. Галина записалась к Ирине заранее. Добрую часть красоты и приподнятого настроения можно почерпнуть лишь у мастера-профессионала. Да, очень здорово. Мы очень ждали. Все неухоженные, седые, некрасивые. Поэтому душу греет. Особый энтузиазм открытия салонов и мастерских вызвало у мужчин. Без парикмахерских в большей степени страдала как раз сильная половина. Виктор хотел попасть к Ирине в обеденный перерыв, но на сегодня записи уже нет. Когда парикмахерские не работали, как выходили из положения? Дома постригались сами машинками. С открытием у парикмахера появились новые задачи по соблюдению мер безопасности и снижению возможных рисков. Перила, ручки и кресла дезинфицируются, инструменты тщательно обрабатываются, зал обеззараживается бактерицидной лампой, а клиентам предлагаются средства индивидуальной защиты. Здесь вот у меня для ног. Это когда заходишь и их тут протираешь. Они тоже деохлор, тут разведенный раствор. Все протирается.
С возобновлением работы желающих попасть к мастеру много, однако принять всех у парикмахера не получится. Ирина ведет запись таким образом, чтобы после каждого клиента у нее оставался свободный час для проведения дезинфекции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Мирном некоторые владельцы магазинов необоснованно взвинтили цены. Речь идет в том числе о продуктах, на которые установлена предельная торговая надбавка. Владельца одного из продуктовых магазинов уже оштрафовали на 50 тысяч рублей. На прилавках сотрудники прокуратуры нашли бананы с наценкой на 150%. Предприниматели такие скачки цен оправдывают транспортными расходами, зарплатой продавцам и оплатой аренды. Какие продукты входят в перечень социально значимых и куда обращаться, если вам кажется, что цена на них завышена? Подробности смотрите в следующем сюжете. Прокуратура наведалась в продуктовые магазины алмазной столицы с проверкой. Сотрудники изучают цены на социально значимые продукты – муку, сахар, рис, макароны, гречку. Такие проверки проходят ежемесячно и не зря. Покупатели подтверждают, ценники в последнее время заметно выросли. Как вы считаете, в магазинах в Мирном продуктовых завышены ли цены на продукты? Я вот очень редко хожу в магазин. Мне кажется, завышается. После 10 дней лежания в больнице я вчера посмотрела, да. Если честно, я не смотрю особо на цены и не могу сказать, завышены они или занижены. Я из Москвы вообще сама приехала на пару недель. Если москвичей местные цены, мягко говоря, удивляют, то что говорить о мирнинцах? Цены, например, на бананы выросли на 150%, огурцы подорожали вдвое, макароны на 20%. Предприниматели не скрывают, цены завысили и объясняют это особенностями местной логистики. Объяснением этому может служить то, что в период распутицы продукты были доставлены в город Мирный авиатранспортом. Цена перевозки за 1 килограмм 171 рубль, в то время как автоперевозками эта цена составляет 30 рублей за килограмм. Мы, конечно, не вписались в предельные размеры торговых надбавок, предписанные нам постановлением главы администрации. И что нам остается? Два варианта: нарушать постановление или оставаться с пустыми витринами. Проверить, насколько завышена цена на тот или иной продукт, покупатель сам вряд ли сможет. Как нам пояснили в прокуратуре, запросить прайс закупочных цен имеют право только их сотрудники и представители Роспотребнадзора. Однако выход все же есть. Любой гражданин вправе обратиться в администрацию муниципального образования Мирнинский район. Там имеется управление потребительского рынка. Мы привлекаем данных специалистов администрации к проведению таких проверок. Также, безусловно, любой гражданин может обратиться в прокуратуру города по средствам электронной почты либо личного посещения. За последний месяц прокуратура проверила несколько торговых точек Мирного: Айсберг, Дионис, Русь, Наш Маркет, Каспий и Ермак. Во всех нашли несоответствие цен. Некоторые отделались предупреждением, поскольку попались впервые. А вот одному из владельцев назначили штраф 50 тысяч. Прокуратура отметила, в ближайшее время рейды будут проводить и в мелких торговых точках. Анна Брянская, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Работа в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию России 1 июля будет оплачиваться как выходной в двойном объеме. Об этом напоминает Роструд. В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда связан с тем, что по нормам федерального законодательства на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни, то есть в повышенном размере. По желанию сотрудника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере. Около 3 миллионов рублей направят на обучение осужденных в Якутии. Граждане, отбывающие наказание, смогут освоить такие специальности, как водитель автомобиля, маляр, оператор газовой котельной, повар, электросварщик, штукатур. В этом году Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Якутии заключило 2 контракта на увеличение количества занятых на производстве в исправительных учреждениях. Большое внимание уделят и трудоустройству осужденных без изоляции от общества и лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Горячая пора наступает у бойцов студенческих отрядов из Якутии. Ребята будут заняты в благоустройстве населенных пунктов региона, а также в 5 трудовых проектах по рыбопереработке, строительстве инфраструктурных объектов и жилых домов. Уже удалось трудоустроить 1500 человек. К слову, в прошлом году желающих работать было куда больше. Но из-за пандемии коронавируса число стройотрядов сократилось. После того, как все наладится, бойцы ожидают возобновления работы лагерей и организаций по сервисному обслуживанию. Школы и учреждения дополнительного образования в Якутске начали проводить занятия и кружки в дистанционной форме. Как сообщили в Управлении образования столицы, дополнительным образованием охвачены более 1500 детей. Между тем, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится, то 3-й сезон отдыха и оздоровления детей может пройти в традиционной очной форме. Родители, которые хотят занять своего ребенка в летний период, могут обращаться в свои школы. Также подробную информацию можно получить на сайте Управления образования Якутска. Я могу сегодня уверенно сказать, что в школах 23, 25, 10, 1, Мархинская 1, Тулагинская школа, значит, открыты уже сегодня, вчера, 15 числа, значит, занятость именно в дистанционном режиме. Вчера, значит, был приказ Управления образования, где мы, значит, рекомендовали организовать занятость детей в дистанционной форме, ну, в форме программ дополнительного образования. С сегодняшнего дня многие школы уже начнут тоже. Гранты на развитие семейных ферм получат 24 хозяйства в Якутии. В Минсельхозе республики подвели итоги конкурсного отбора. Всего поступило 60 заявок. В ближайшее время победители приступят к реализации проектов по развитию своих семейных ферм. Они получат денежные гранты в размере от 2 до 15 миллионов рублей. В Сангаре раньше срока начался грибной сезон. В поселке в эти выходные шел настоящий ливень. Опытные грибники сразу ринулись в поисках даров природы и не ошиблись. В социальных сетях появились первые сообщения о грибах с подтверждающими многочисленными фотографиями. Местные жители говорят, что в начале лета обычно первыми появляются подберезовики, а тут сразу все разновидности грибов. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.